Саламатсыңарбы достор. Бүгін 23-ші сабақ. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня 23-й урок. Этот урок будет большим и объемным, поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно, так, чтобы грамматика сегодняшнего урока была вам понятна. Мы раньше изучали, как будет моя мама. Менин апам. Мама – это апа, это унгу, да? И мы добавляли буковку М, потому что мы говорили про мою. То есть для первого лица менин апам в конце добавляем М, да? Знаем также, как сказать мамина книга. Допустим, апанын китеби. Апа – это мама. Мы добавляем окончание нын и китеби, то есть окончание принадлежности, да? Апа китеб нельзя сказать. Апанын китеби. Но как же сказать, у моей мамы есть книга? Мы этого еще не знаем, но сегодня мы этот урок пройдем с вами. Так вот, для того, чтобы сказать у моей мамы, у моего папы, у моей книги, у моего зайца и так далее, надо добавлять буковку М перед окончанием. Например, менин апам – это моя мама, а книга моей мамы менин апамдын китеби бар. Вот просто добавляем М, то есть то, что относится к первому лицу, да, и добавляем слово, которое есть, да, существительное еще одно. Менин апамдын китеби бар. У моей мамы есть книга. Менин атамдын ити бар. То же самое, буковку М добавили, окончание принадлежности, и говорим, что у него есть, да? У моего отца есть собака. Менин атамдын ити бар. Бөжек – это у нас зайчонок. У меня есть зайчонок, менин бөжөгүм бар. А у моего зайчонка серый цвет, менин бөжөгүмдүн өңү боз. Пройдем теперь, как будет по отношению ко второму лицу, да? Твоя мама сенин апаң. У твоей мамы, у твоего папы, у твоей книги, у твоего зайца и так далее надо добавлять буковку Н. То есть, если в первом случае, когда мы говорим менин, мы добавляем М, когда мы говорим сенин, мы добавляем букву Н перед окончанием. Сенин апаңдын китеби бар. У твоей мамы есть книга. Сенин атаңдын ити бар. У твоего папы есть собака. Сенин бөжөгүңдүн өңү боз. У твоего зайца серый цвет, да? Твой заяц серого цвета. И пройдем для третьего лица. Его мама анын апасы. Мы здесь добавляем сы, да? Мы это с вами проходили ранее. Если этот урок вам попался первый раз, можете просмотреть предыдущие уроки. А как же сказать у его мамы? Для того, чтобы сказать у его мамы, у его папы, у его книги, у его зайца и так далее, надо добавлять буковку «сы» или «ы» перед окончанием. Например, анын апасынын китеби бар. Анын атасынын китеби бар. То есть, как мы выбираем «сы», добавляем или «ы». Если последняя буква в слове гласная, то мы добавляем «сы». Если последняя буква в слове согласная, то мы добавляем просто гласную. Анын апасынын китеби бар. У его мамы есть книга. Анын атасынын ити бар. У его папы есть собака. Анын бөжөгүнүн өңү боз. У его зайца серый цвет. Далее, для того, чтобы закрепить сегодняшнюю тему, мы прочитаем диалог. Саламатсыңбы, саламатчылык. Сенин апаңдын аты ким? Видите, мы здесь добавляем буковку Н. И получается, мы спрашиваем про именно твою маму, да?
не чью-либо, не просто маму, а именно твою маму. Senin apandın adı kim? Менин апамдын аты Сайра. Допустим, здесь мы говорим сенин и добавляем букву Н. И в ответе мы говорим менин и добавляем буковку М. Сенин апамдын аты ким? Менин апамдын аты Сайра. Сенин атаңдын аты ким? Как зовут твоего папу, да? Менин атамдын аты Джекшен. Моего папу зовут Джекшен. Сенин бөбөгүңдүн аты ким? Как зовут твоего братика? Менин бөбөгүмдүн аты Саша. Его зовут Саша. Моего братишку зовут Саша. Бөбөгүңдүн күчүгү барбы? У твоего братика есть собака? Оба, бөбөгүмдүн күчүгүнүн аты Акжолтой. Да, щеночка моего братика зовут Акжолтой. Здесь мы закрепили тему сегодняшнюю. Надеюсь, вам все понятно здесь. Тексты кыргызча которугула. Переведите текст на кыргызский язык. Меня зовут Саша. Менин атым Саша. У меня есть папа, мама и братик. Менин атам, апам, бөбөгүм бар. У моей мамы волосы черного цвета. Менин апамдын чачынын өңү кара. У папы глаза коричневого цвета. Атамдын көзүнүн өңү күрөң. У братика есть игрушечная мышка. Бөбөгүмдүн оюнчук чычканы бар. У мышки есть голова, уши, нос, глаза, рот. Чычкандын башы, кулагы, муруну, көзү, оозу бар. Мышка белого цвета. Чычкандын өңү ак. На сегодня мы прошли эту большую тему. Надеюсь, вам все было понятно. Чтобы сказать, допустим, у моей мамы, у моего папы, мы просто добавляем буковку М. Если мы говорим про второе лицо сенин, то добавляем буковку Н. Если мы говорим анын, то добавляем букву С или И. А на сегодня все. Пока-пока.